И еще вот это все мое. Это все знают и видят мои клиенты. И это, что замолкли. И вот это. И еще вот это. Вау. О! Да. Вы такие сегодня счастливицы. Вы такие замечательные. Потому что вы видите самую главную счастливицу, меня. Есть в этой жизни простое-препростое правило. Всего 3 ступеньки, которые связывают любого человека на этой планете Земля с любым человеком на этой планете Земля. Я счастливица. Я видела Мэри Кей Эш в Далласе. Вы счастливицы, вы видите меня. А ваши клиенты счастливицы, они видят вас. И значит, ваши клиенты видят через вас, через меня, Мэри Кей. И я от всей души вам желаю пользоваться очень-очень простым знанием того, когда вы звоните вашим клиентам, чтобы ребенок кричал: «Мама, мама, твоя Мэри Кей звонит!» Или когда вы приходите к вашей клиентке, дверь открывает муж клиентки, ну, мужья всегда ворчат: «Иди, опять твоя Мэри Кей пришла. Что, деньги доставать?» Я желаю вам от всей души именно такой заботы о ваших клиентах. Я счастливица. Мне повезло в 97 году побывать вот на таком классе вот национальных лидеров, как вы были сегодня у Лены, как вы будете у меня, на таком классе в Америке. Что такое класс? Это урок. И вы получаете урок от нас, от национальных лидеров. И как учителя в школе вас учат, как дают уроки вам в вашем возрасте, теперь вашим детям, потом вашим внукам. Вот так же и в Мэри Кей женщины, которые являются вашими наставниками, женщины, которые уже прошли ту дорогу, которая предстоит для вас, эти женщины дают вам сегодня урок. Будьте очень внимательны. Когда я была на таком уроке, это было первое мое знакомство, и национального лидера звали Сэнди, и она вот так на сцене достала свой маленький конспект выступления, и она проводила действительный класс по уходу за кожей, и ее лицо, ее глаза транслировались на большом экране, и я увидела давно, в 97 году, с каким вниманием она смотрит на своего клиента, с каким вниманием она слушает своего клиента, как она предвосхищает любые эмоции. И вот сейчас представьте себе, что у вас глаза стали большими-большими, ваши уши стали большими-большими. И будьте очень внимательны. Договорились? Договорились? Да. Вы счастливицы! Молодцы! Молодцы! Итак, я хочу вам рассказать сегодня кое-что о вашей работе с клиентами и кое-что показать. Я безмерно благодарна Татьяне Фатюхиной и Елене Чепоковой, своим сестрам, которые говорят так же, как и я, думают так же, как и я, и так же ведут бизнес, как и я. И я думаю, что вы это понимаете. Бизнес наш требует определенного отношения, внимания, уважения и правильной дороги. И это звучало сегодня здесь. И я не постесняюсь некоторые вещи повторить еще раз. Мы договоримся с вами, что повторение – мать учения. Сегодня был потрясающий обед. И во время обеда я счастливица. Мне довелось посидеть с великолепными лидерами и консультантами. И ведь они задавали вопросы, эти милые женщины. И на эти вопросы была возможность ответить. И вы думаете, это были новые вопросы? Нет. Потому что каждый из вас пройдет ту дорогу из желтого кирпича, которую я в свое время проходила. И вопросы у меня были такие же, и у следующего поколения будут такие же. Поэтому ваш энтузиазм
к повторению мать учения должен быть огромен. Мы договоримся с вами, что повторение мать учения. Молодцы. Итак, для того, чтобы вы хорошенько работали с клиентами, вам нужно классифицировать ваших клиентов на разные группы. Вы видели пример классификации у Татьяны, вы слышали пример классификации у Елены, еще один пример классификации. Классификация – это объединение клиентов по группам. Для чего это нужно? Вы должны быть готовы к большим доходам, вы должны формировать в себе определенное отношение к определенному типу людей. И мы с вами договорились, что у вас большие глаза и большие уши, и вы с каждым новым человеком сразу его вот первый раз видите и уже его относите к этой группе или к этой группе и стремитесь взаимодействовать с ним по определенным признакам этой группы, которую вы сформировали. Это ваша, наша домашняя работа профессионального консультанта по красоте. Итак, мы можем создать группу клиентов по покупкам аналогичной продукции. Например, у вас может быть группа клиентов или первая клиентка, которая образовалась и сразу будет родоначальницей группы. Например, та, которая покупает уход за кожей или начинает свое сотрудничество с вами с ухода за кожей. Может быть женщина, которая начнет с декоративной косметики. Может быть женщина, которая начнет с ароматов или будет покупать у вас только подарки к праздникам. А может быть женщина, которая будет ухаживать за своим мужчиной и покупать подарки своему мужчине или программу по уходу за кожей для своего мужчины. Это одна классификация групп клиента. Взаимодействие с ней будет особенное, об этом мы чуть позже поговорим. Вторая группа может быть создание групп по стоимости покупок одного клиента. По стоимости. Сколько денег прибавит за год обслуживание еще одного нового клиента, мы сегодня с вами считали. Но представьте, что средний заказ вашего клиента может составить не только 10 тысяч рублей, не только 15 или 20, а 30 тысяч рублей. $1000, 30 тысяч рублей. Итак, это может быть 2 покупки в год по 15 тысяч рублей. Это может быть 4 покупки в год по 7,5 тысяч рублей. Или это может быть 1 покупка в месяц на 3000 рублей, или могут быть 2 покупки в месяц на 1500 рублей. Но в совокупности продажи ваши для клиента должны составить, хотелось бы, чтобы составили 30 тысяч рублей. И вот тогда вы для себя, это моя классификация, я так сотрудничаю со своими клиентами, вы можете создать особые группы людей. Отличный клиент, та, которая после 30 тысяч рублей за год, хороший клиент более 3000 рублей за год и удовлетворительный клиент более 300 рублей за год. У вас могут быть все 3 группы клиентов. Еще одна группа клиентов, еще один тип классификации. Создание групп клиентов по частоте заказов. 1 раз в год может быть такая женщина, крупная покупка сразу и полный ассортимент продукции на год. 2 раза в год – это 1 раз в полугодие или к праздникам. Например, 1 раз к Новому году и 1 раз к 8 марта. И больше клиентка это просит ее не беспокоить. 4 раза в год, например, 1 раз в квартал. А это означает, что это та женщина, которая будет интересоваться вашими новинками в первую очередь. 6 раз в год или через месяц по мере накопления денежных средств. Это те женщины, которые так формируют свой семейный бюджет, чтобы выделять определенное, необходимое для них количество продукции. Количество денег на продукцию. 12 раз в год. Каждый месяц понемножку. И здесь важна ваша составленная программа постепенного приобретения средств косметики Mary Kay. У меня даже есть клиенты, которые покупают 24 раза в год. Каждые 2 недели. Как вы думаете, что их интересует? Они меня очень любят. Они хотят со мной общаться, они хотят меня видеть. И они интересуются образом жизни консультанта и тем, что происходит со мной лично. Им приятно со мной поболтать. Но, к сожалению, у таких клиентов и не всегда бывают крупные покупки. Вы же понимаете, очень часто. Когда вы группируете ваших клиентов, вы думаете о них, ищете лучшие способы взаимодействия, опираетесь на их поведение. Ваши взаимоотношения, отношения клиентов к продукции вам становятся понятнее,
легче с ними сотрудничать и разъяснять необходимость для них пользования определенной продукцией и расширения их ассортимента. Ведите